Бизнес и коррупция – несовместимые понятия, так считают организаторы сегодняшней встречи. Сделать предпринимательство полностью свободным. Такую задачу перед собой ставит бизнес-барометр коррупции. Это специальный проект Торгово-промышленной палаты России. С каждым годом он все больше привлекает внимание и вызывает доверие бизнесменов страны. Уже прошел 6-й этап всероссийского проекта, в котором приняли участие более 46 тысяч предпринимателей. Если действительно человек знает свою работу, знает свое предпринимательство, если человек уверен в себе, он никогда не будет платить взятки. И поэтому человек, который работает и проводит свою предпринимательскую деятельность, то он должен обязательно защищать себя и свой бизнес. Итоги 6-го этапа спецпроекта «Бизнес-барометр коррупции» уже подведены. Сегодня представители Торгово-промышленной палаты региона, действующие предприниматели на территории Ингушетии совместно с омбудсменом республики обсудили, какие изменения происходят с момента воплощения проекта в жизнь и насколько эффективна его борьба с коррупцией. Это зло, которое разъедает сегодня наше общество. И в принципе, если какая-то грантовая поддержка, что-то такое осуществляется, да, кстати, ОЗДЯ, 70%, 60%, от 30 до 70%, да, это поддержки, это кабала. По существу это кабала, мы назовем вещи своими именами. Потому что с предпринимателя будут спрашивать в лице государства, в глазах государства, человек, который получил государственную поддержку, и он должен дать результат какой-то. В современном мире недобросовестные чиновники все реже берут взятки деньгами. Теперь уже участились случаи, когда бизнесу навязывают товары, работы и услуги сторонних организаций. Вся деятельность спецпроекта направлена на искоренение злоупотребления должностными полномочиями. Он представляет собой независимый опрос предпринимателей, демонстрирующий уровень антикоррупционных настроений в России. Каждый его этап – это 6 месяцев работы. Исследование было начато в 2016 году. С тех пор активно развивается благодаря совместной работе региональных торгово-промышленных палат с предпринимателями. Участвовать в исследовании могут представители малого, среднего и крупного бизнеса. Результаты предыдущих этапов показали, что каждый 5-й бизнесмен был вынужден давать взятки в размере от 25 до 150 тысяч рублей. Вот вам живые цифры, которые за последние 2,5 года прокурорами выявлены, это по стране, 600 тысяч нарушений законодательства по противодействию коррупции. В суды направлены более 13 тысяч исков на сумму более 40 миллиардов рублей. Мероприятие стало возможностью не только подвести итоги всероссийского проекта, но и внести свои предложения, поговорить о наболевшем. Анонимные предложения поступили и в ходе встречи. Желание одного из предпринимателей, чтобы СМИ региона тоже принимали активное участие в борьбе с коррупцией. Придавали огласке подобные случаи, а журналисты проводили собственное расследование. На один из вопросов в секретной анкете проекта «Изменился ли уровень коррупции за последние годы в регионе?» предприниматели готовы ответить и не анонимно. Амирхан Ольгов более 30 лет в крупном бизнесе и не понаслышке знает о его слабых и сильных сторонах. Отмечает, что уровень нечистой деятельности действительно снизился. Приятно то, что кто-то заинтересован в том, чтобы предприниматели как-то работали по-честному и к ним относились так же честно, как должны к ним относиться. А то у нас получается иногда, если чего-то нам, предпринимателям, нужно для развития, это обходится наоборот очень с отрицательной стороны, там откаты, раскаты, все это бывает. Но мне кажется, в нашей республике последние 2-3-4 года, наоборот, коррупция снизилась намного. Я по своему опыту говорю. В Торгово-промышленной палате полагают, что исследование показывает эффективность антикоррупционной политики. Если же в рамках 5-го этапа каждый 4-й не мог оценить уровень коррупции, то сейчас таких стало менее 20% от количества опрошенных. Таким образом, бизнес активно обращает внимание на важность государственного проекта. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.